Рафаэльевич, как давно последний раз гуляли по городу как простой обычный человек? Это вопрос с Без подвохом. автомобиля. Бывает такое? Бывает. А последнее время? Я к чему, Рафаэльевич? Не про это вопрос про другое. Если сейчас пройтись, ну, сейчас уже попроще, конечно, но вот был пиковый период, когда пару-тройку дней по Уфе пройти было невозможно. Лед и город весь большой-большой каток, хотя мы ждали большой каток на набережной километровой, и он появился только вот совсем недавно. В связи с этим вообще у вас не возникает вопросов к руководителям муниципалитетов, коммунальных служб? Они сами иногда выходят из своих больших кабинетов и машин? Ну, конечно, возникает. Конечно, возникает. И я же, вот, несмотря на то, что, может быть, сижу там у себя в кабинете много времени, я не на Луне живу, я вижу, что происходит, и, конечно, возникает. Но вы знаете, здесь вот тоже такой интересный момент. Был момент, особенно в первое время, когда я пришел работать, и когда я понимал, надо в Уфе перемалывать вот эту позицию, что мы ничего не можем, что Уфа самый грязный город, я лично занимался уборкой города. Лично занимался тем, чтобы пыли в Уфе не было. И мы плавно к этому пришли. Лично занимался, заставлял, чтобы убирали снег вот, предыдущие годы. Но это же ненормально. С Ульфатом Мансуровичем, значит, там много было очень споров, руганий, к сожалению. Но вот я этим занимался лично. Понимаете, вплоть до того, что я там давал команды, ездил, я говорю, уберите вот здесь. Опять же, в какой-то момент, наверное, ведь, знаете, не бывает вот бесконечных ресурсов. Ресурс власти, он тоже не бесконечен. Ресурс моей власти, он тоже не бесконечен. Если я ресурс моей власти буду, значит, на уборку улиц каждый раз делать, ну, как бы я просто тогда не сделаю гораздо более важные стратегические вещи, которыми я должен заниматься. Быть в Москве, значит, просто элементарно думать и проталкивать стратегические вещи. Я трачу это на это. Поэтому у меня была тоже позиция. Дай-ка я посмотрю, что происходит. Произошло то, что произошло. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, не слишком ли много в последнее время негативных информационных поводов аккумулируется вот вокруг уфимской городской власти? Но здесь, знаете, как я бы сказал, да, много, но... Я очень корректно сформулировал вопрос. Да, и спасибо, что корректно. Но я считаю, заслужили. Я считаю, заслужили. Потому что все-таки, я понимаю, ограничить ресурсов, чего нету, того нету и так далее. Вот не хватает на этом направлении вот продавливать эту ситуацию. Это вот, знаете, это нужно заниматься, это продать, доходить до каждого дворника. Я не знаю, там русский, не русский язык и так далее, все продавливать ситуацию. Это всегда так было. Но мы тоже поняли сейчас, что Уфе надо помочь. И мы сейчас будем закупать и технику, и так далее. Но это уже как бы, это придет уже по скончании зимы. Мы, конечно, я неправильно сказал, что со стороны смотрел. Да как можно смотреть со стороны, когда люди падают, себе руки-ноги ломают? Да нет, мы подтолкнули и ресурсы дали, разумеется, Уфе. Они исправят эту ситуацию, мы поправим ее ситуацию. С другой стороны, и в дальнейшем, я думаю, что вот такого вот какого-то... Ну, это они удар пропустили. Так, знаете, но правильно ли оценивать компетенции, уровень компетенции профессионализма городской администрации только лишь по снегу и снегопадам? Да. Как это часто происходит у нас, да? А вот только по этому критерию и происходит, больше ни по какому. В народе, я имею в виду, среди людей. Согласен. Вот есть у уфимцев, есть такое, мне кажется, сложилось, вот у определенной части людей сложилась вот какая-то родовая болезнь, что ли, вот связанная со снегом. Это вот предыдущие годы, я не был здесь, мне говорили, горы снега были, не убирали снег. И, видимо, у них вот такая обида сложилась тех, и поэтому они очень, скажем, они гораздо более чувствительны к этой ситуации, чем, может быть, там, не надо столько нервов тратить, да? Хотя, с другой стороны, ты выходишь и сразу попадаешь в сугроб, тоже неприятно. Вот. Я считаю, справедливо. Справедливо, что уфимцы негодуют и так далее. Надо сделать из этого, просто из этого не надо, знаете, вот не надо сыпать себе голову пеплом. Надо стряхнуться, вот так вот стряхнуться и, значит, идти убирать снег. Вот и все. И сделать лучше. Как раз про работу. Все можно. Кстати, опять же, вот, знаете, тогда, когда там, чиновники, там, неважно, Уфы или какого-то муниципалитета,
делают что-то хорошее, наши люди говорят спасибо и как бы не скупы на эти слова. Так делайте свою нормальную работу, и тогда вам спасибо будут говорить.